Чуваши разрешат убивать бездомных животных, собак без хозяев будут усыплять. Это угроза не только для бродячих, но и даже для ваших собственных питомцев. Почему это негуманное решение станет проблемой для всех жителей республики, даже для тех, кому безразличен вопрос животных, рассказываю в этом ролике. Я понимаю, что видео на эту тему вы от меня не очень-то и ждете, но происходящее кажется мне очень важным. Это нельзя замалчивать. Ставьте лайк сейчас, а в конце видео жду вас в комментариях. В прошлом году мы в связи с изменениями законодательства тоже приняли решение о строительстве сети межмуниципальных приютов для животных без владельцев. И вот такой построили в поселке Кугеси. В текущем году мы аналогичный проект реализуем в городе Шумерле. Это Олег Николаев 2 года назад рассказал, как в Шумерле будет строиться новый приют на 150 животных. Власти подготовили проект и к июню этого года объявили конкурс на 263 миллиона рублей. Это очень дорого. Посчитали, что даже ученическое место в школах обходится дешевле, хотя эксперты объяснили, что проект всего лишь соответствует нормам закона по содержанию животных. В самой Шумерле тоже были недовольны. Местные жители переживали, что приют планируется построить слишком близко к домам, а животных после вакцинации и чипирования будут отпускать на волю прямо поблизости. Подслушанные Шумерле стали обсуждать, что приют строить не нужно, а эти 260 миллионов нужно отправить на СВО. В комментариях пришел Dog Hunter. Волчья шкура. Вот то же самое надо делать с собаками. То есть, да, собака, один патрон, все. Проблема решена. То есть не надо никакие приюты за много миллионов. Построить приют — это огромный расходный бюджет. То есть лучше все деньги на солдат пустить. А собак раньше стреляли. Живодером оказался координатор движения волонтеров СВО «За победу» и директор шумерлинского телеканала «Новая реальность» Андрей Чуенков. Слово зет-общественника подхватили, и вскоре в Шумерле стали находить собак, расстрелянных из травматического оружия. Так или иначе, шумерлинские депутаты выступили против проекта приюта, а аукцион отменили. Но как только это произошло, в Госсовете начали обсуждать законопроект о легализации убийства бездомных животных. А сейчас депутаты предлагают усыплять животных после 30 дней пребывания в пункте временного размещения, если для них не найдется новых хозяев. Уже даже подсчитали, что один смертельный укол обойдется бюджету в 4843 рубля. Плохая новость для владельцев животных. Под серьезные риски попадают ваши питомцы. Ваша собака сорвалась с поводка и убежала, ее поймали, а вы не смогли найти ее в приюте, в который ее увезли. А потом сотрудник, ответственный за усыпление, напутал даты. Укол гуманного метода, так называют его в Госсовете, и вашего пса уже не вернуть. Ну а самое главное, это еще и не поможет решить проблему бездомных животных. Массовое убийство – это неэффективный способ, который будет иметь краткосрочный эффект – всего 1-2 года. А потом освобожденная территория, полная ресурсов, будет немедленно занята новыми животными. Чаще всего популяция возрастает за счет молодых и обычно более агрессивных особей, рассказывают в Российской академии наук. Ну а Чувашскому госсовету мнение Академии наук не интересно. Законопроект уже прошел обсуждение в рабочей группе и профильном комитете Чувашского госсовета, а Олег Николаев заключил, что поддерживает принятие закона. В Бурятии уже пытались принять аналогичный закон. Его обжаловали местные зоозащитники, которые обратились в Конституционный суд. На днях Генпрокуратура направила в суд позицию, которая указала, что региональные законы, позволяющие усыплять бездомных животных, противоречат федеральному закону об ответственном обращении с животными. Возникновение таких законопроектов в регионах закономерно. Летом прошлого года Путин подписал закон, по которому регионы могут самостоятельно вводить порядки обращения с бродячими животными. До этого в стране существовало 2 легальных способа решения проблемы: отлов и пожизненное содержание собак в приютах, либо ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Зоозащитники считают последний метод самым гуманным, а критики говорят, что в большом городе невозможно ежегодно отлавливать всех животных, чтобы делать им обязательную вакцину от бешенства. Вакцинация от других болезней не производится совсем, таких как энтерит, чума и другие, которые могут превратиться в эпидемию. Я думаю, что содержание животных в приютах – это куда более гуманное решение проблемы, чем эвтаназия. Да, это стоит дороже, но люди все-таки в ответе за тех, кого приручили.
Но и это недостаточно. Нужно еще серьезно работать с жителями республики, потому что значительная часть бродячих собак – это собаки, брошенные хозяевами или их потомство в первом поколении. Возможно, нужно усиливать контроль над питомцами и вводить штрафы, как это давно сделали в Германии. А в Чебоксарах тем временем зоозащитники пытаются как могут привлечь внимание к этому закону. Активистка Елена Пименова, глава Альянса защитников животных Чувашии, встала в пикет у Дома правительства. Ее, конечно, задержали. Вместе с собаками увезли в отделение полиции. Сегодня у нас проходит одиночный пикет. Вот это вот мои помощницы. Этот одиночный пикет проводится для привлечения внимания к тому, что Госветслужба, она не хочет решать проблему бездомных животных гуманным путем. То есть проблему бродячих собак они пытаются решить убийством. Интересно, что сын Пименовой мобилизован на СВО. А теперь полицейские затыкают ее рот вот таким образом. Так или иначе, в итоге активистку допросили и отпустили без протокола, а собаке за все это время даже не налили воды. В итоге в 30-градусную жару животным стало плохо, и до машины ей пришлось нести ее на руках. Такой маленький эпизод, ярко демонстрирующий отношение нашего государства не только к матерям мобилизованным, но и к животным. А помните, как Путин обещал, что поправки в Конституции нужны не для обнуления президентских сроков, а для защиты русского языка, экологии и животных? И не случайно, что в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию было так много предложений усилить требования к сохранению природы, окружающей среды, ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения, полностью поддерживая такую принципиальную позицию. На деле он уже скинул решение проблемы животных на регионы. Выбирать, сколько Чувашия будет платить налогов, нельзя. Как будет проводиться обучение национальному языку? Нельзя. Даже как избирается глава региона, для нас пишет правило Кремль. Но зато с бездомными животными разбирайтесь сами. Потому что проблема сложная. Путин не хочет, чтобы его рейтинг падал. И, как обычно, снимает с себя ответственность. Помните, ровно то же самое было во время пандемии коронавируса. Ну, значит, давайте влиять на главу и Госсовет Чувашии. Что нам еще остается? Олег Николаев много лет пиарился и пиарится до сих пор на том, что ему очень важны животные. Исчезающие виды, Красная книга, выставка про четвероногих друзей, Наша природа прекрасна. В кратчайшие сроки рассмотреть проект приюта в Шумерле. Это он пишет в 2022 году. Реализуем проект края в начале 2023 года. Важная социальная проблема, говорит. Потому что мы не знаем, когда будет построен постоянный. На следующий год. На следующий год. В 2020 году, как Олег Николаев стал главой республики, для защиты животных, особенно бездомных, не сделано практически ничего. Ни приюта, ни работы с людьми, только писульки в Телеграме. Зато теперь депутаты, очевидно, по согласованию с властью заявляют, что лучше бы в Чувашии строили школы вместо приютов. Абсолютно безответственная власть. А как насчет того, чтобы строить и школы, и ответственно относиться к животным? Налогов мы платим более чем предостаточно. Сколько можно это терпеть и кормиться обещаниями? Сейчас они хотят легко для себя решить проблему. Это не будет ни эффективно, ни гуманно, ни безопасно для питомцев, у которых есть хозяева. Давайте требовать, чтобы они построили приют, чтобы нашли решение, которое будет устраивать жителей Шумерли. Проблема настолько безумна, что даже подключился единорос Гребенкин, который координирует проект «Защита животного мира». Он собирает подписи, чтобы представить их в парламенте в день рассмотрения закона. Я предлагаю обратиться в парламент напрямую, отправить обращение. Можно продублировать его в администрацию главы республики. Укажите в теме письма против введения эвтаназии животных в Чувашской республике и прикрепите файл с заявлением. Готовые документы, более подробные инструкции я добавил в описании к этому видео. Пожалуйста, не пожалейте 3 минуты. Нужно попытаться повлиять на ситуацию. Еще раз, что может сделать каждый? Первое. Отправить обращение в Госсовет Чувашии и в администрацию Николаева. Второе. Рассказать о происходящем знакомым и друзьям, чтобы они сделали то же самое. Третье. Поставить лайк и написать комментарий к этому видео, чтобы алгоритмы YouTube подтянулись до еще большего количества людей. И вместе мы добьемся справедливости.